В Нерюнгринской гимназии №1 провели урок безопасности. Его организовали специалисты компании «Транснефть Восток» в рамках тематического года охраны труда, объявленного в системе предприятий компании «Транснефть». Рассказывает Екатерина Павлова. Как провести реанимацию пострадавшему в условиях чрезвычайной ситуации? Об этом мало говорить, нужно показывать. Нефтепроводчики сделали наглядность реальностью. В этом году манекены-тренажеры сердечно-легочной реанимации «Максим» получили 5 школ в регионах присутствия компаний. 3 из них – республиканские. В связи с объявленным годом охраны труда данное мероприятие проводится не в первый раз. Аналогичные уроки безопасности специалистами организации «Транснефть Восток» были проведены в этом году не только для нерюнгринских, но и для алданских школьников. Считаем, что о сохранении жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности человек должен знать со школьной скамьи. Основная цель таких уроков – популяризация базовых правил охраны труда и безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье на рабочем месте и в быту. Это живой интерес, даже вот эти простые лампочки, которые мигают, но они-то переносят это на живого человека. Ну и, само собой, подготовка детей к практическому этапу, когда он будет уже непосредственно работать с человеком, значительно лучше. Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему всегда вызывают у школьников особый интерес. Этот урок очень полезен, потому что мы можем попробовать сами откачать человека, потому что никто не знает, как мы себя поведем в стрессовой ситуации. Поэтому я думаю, это очень полезно. Вот сейчас тоже пойду попробую. Может быть, получится, может быть, нет. Но я постараюсь. Потому что в будущем это может помочь. Иду сразу сейчас на медика, и понятно, что всегда это даже в нашей жизни может быть полезно. Это понадобится. Сотрудники компании рассказали школьникам о том, что недопустимо в условиях, где ведется транспортировка нефти. И напомнили о том, что безопасность каждого человека, хоть на производстве, хоть в быту, это результат его знаний. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.